Добрый день, дорогие друзья. Поводом для моего обращения стало ходатайство целого заместителя генерального прокурора нашей страны к председателю Верховного суда Российской Федерации Лебедеву с просьбой об изменении подсудности ингушского митингового дела. Как вы знаете, в отношении нескольких обвиняемых дело направлено уже в суд в особом порядке. И вот завтра, 5 ноября, и послезавтра, 6 ноября, будут рассматриваться ходатайства прокурора об изменении подсудности дела в отношении Оздоева, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти, и Хамхоева в том числе. Я хотел бы, чтобы вы знали, зачитать вам несколько строк из ходатайства прокурора. Вместе с тем, в уголовном деле имеется информация ФСБ России по Республике Ингушетия, согласно которой фигуранты дела, организовавшие, соответственно, митинг применения насилия в отношении представителей власти, имеют обширные связи, в том числе родственные и тейповые связи в судебной системе республики, в частности, в Верховном суде Республики Ингушетия и в Магасском районном суде. И по оперативной информации эти лица через связи и знакомства могут повлиять или оказать воздействие на судей в уголовном деле. И более того, говорит целый зам генпрокурора России, после направления уголовных дел в отношении участников несогласованных акций в суд, в республике планируются масштабные акции протеста в целях дестабилизации политической обстановки в регионе. При таких обстоятельствах объективность и беспристрастность судебного разбирательства на территории Ингушетии будет поставлена под сомнение. То есть зам генпрокурора Демешин фактически признает наличие коррупционной составляющей в судебной системе Республики Ингушетия, а также беспомощность властей Республики Ингушетия в том, чтобы обеспечить стабильность в ходе разбирательства по данному делу. 5 числа, завтра в 11 часов в Верховном суде будет рассмотрение ходатайства прокурора в отношении дела по Оздоеву, и послезавтра будет рассмотрение ходатайства прокурора об изменении подсудности дела в отношении Хамхоева, Зубейра. Это все, что я вам хотел сказать. Спасибо за внимание.